мы будем выдвигаться в сторону Хани. Держитесь. Номера в розыске. Да вы туда не пройдете! Опять началась армия. А чем грозит? Уголовка. Ну это мы полностью машину вот так. Да ну... Холодно. Сейчас 18 километров нас будут тащить на юфталей. Ура! Друзья, это Сахаслед ТВ. Меня зовут Александр Федоров. Его Данил. Мы прям в Expedition. Ну расскажи, почему ты не поехал в этот раз с нами? Мне кажется, очень холодно будет. Держитесь. Ну что, друзья, у нас получился одиозный момент. На завтра мы уже запланировали свое путешествие в сторону Хани. А у нас тут такие поломочки. Сломался бихорн. Здравствуйте. Здравствуйте. Вышел из строя выжимной. Надо на замену его. Так с лету сразу меня обрадовал. Там резиночка. Ее съела, походу, от тормозной жидкости. Или от износа. И все, и жидкость вытекла. Вот он, красавец, который должен был завтра ехать. Что если бы это случилось в дороге, ни одного населенного пункта, 600 километров, мы бы просто прикурили. Короче, мы сегодня без колес. Поэтому мы катаемся вот на этой тачке. Автозвук — это болезнь. Первая не включается, вторая плохо, третья пошла. Что делать? Ладно, не будем о плохом. В общем, всю подготовку мы не стали снимать с Данилом. Мы с Данилом, с этим Данилом, машину за неделю практически на всю подготовили. Она сейчас как новая. Смотри, включается сейчас. Смотрите, хопа, пошло. Все четенько. Мы уедем? По-любому едем. По-любому уедем. По-любому едем. А ты что такой грязный? Че такой грязный? Машинных дел мастер. Даня, Что? ты чем тут занимаешься? 20-кубовым шприцом набираю масло. Вот, друзья, поменяли. Ничего не поменяли. Что у нас здесь? Никаких проблем нету. Ступицы в редукторе. В редукторе проблема. Его менять надо будет скоро. Очень скоро. И со шприцом тоже проблема. Были у моего папы в гараже и нашли вот такой китайский бочонок. У нас нету просто шприца, чтобы залить масло в редуктор. Поэтому сейчас начнем использовать китайские предметы. Что там открывается? А чё? Ее надо открыть и вот эту вкрутить туда. А что, переходник есть какой-нибудь? Так ты трубку взял? Какую трубку? Я ему трубку дал. Не, вот эту трубку? Да, конечно, вот эту взял. трубку. Так вот ее возьми и вкрути туда. В эту выкрутить? А зачем ее выкручивать, если трубка вкручивается? Ты. China, fashion, style, car. Короче, все работает. Все как по маслу. Остались мелочи немножко. И мы будем выдвигаться в сторону Хани. Штурмовать прекрасные горы долины Алангдо. Будьте с нами. Сахаслед ТВ. Мы едем к самому интересному товарищу. Зовут его Рустам, который участвовал в Халтам Джампе 2015. Сейчас он открыл свое СТО по развал-схождению колес для любого вида транспорта. Ну там выжимной, не выжимной, там на самой вилке подшипник. Ля-ля-ля-ля-ля. У нас спортивный руль. У нас здесь стоит турбодизель 3.2 или 3.1. На 100 кубиков. Но это чувствуется все равно. В общем, привет гипнозе. Сочините песню на слова. Все идет по плану. Вот здесь, оказывается, и раньше кафе было, а теперь стушки здесь. Чем ты еще занимаешься здесь, Рустам? Ремонт ходовой части. Развал схождению. Механик. Механик. Ты подписан на наш канал? Да. Сейчас мы это проверим. У нас же 2 канала. Серегин Козюры, сплавы, романтика, Сахаслед и контент, ну, другого плана. Big Horn.
правильный распорядок дня. 7:00 Кассио, Колгейт, Нескафе, 8:30 Мерседес, поехал, ММДэнс, Эпсон, Мерседес-Бенц приехал домой, Туборгом все закончил, почистил зубы и, конечно, уже напоследочек воспользовался контексом. Вот такие интересные ключики. Пробег скажите полностью целиком. 3500 километров. Это когда с Японии его пригнали. Там этот спидометр не работает. Быстрее, да? 90-го года Да. машина. Стенд, ход развала 3D. Когда коробку будем менять, поменяем здесь сальник. Устраним вот эту утечку. Пока тут Рустам работает, сейчас пройдемся по его холодильнику. Уже 17:30 скоро. Пожалуйста. Так, что мы тут видим? Булочки. Смотрите, веночек замороженный, сальцо. Так, что у нас здесь еще есть? Холодильник. Ну, с рыбой у него проблем нет, я так и понял, да? Рустам, ты что, здесь живешь, что ли, а? Он здесь живет, походу. Да вы смотрите, а? И вот теперь закадычные друзья будем. И постоянно будем приезжать к нему в гости. Ну все, друзья, можно ставить штамп. Рустам, ну спасибо большое тебе за помощь. Ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Съездить, отдохнуть, все сделать правильно, вернуться целыми. Будем пробираться. Еще поднимает? Что поплыло? Друзья, вы думали, приключения закончились, а они только начинаются. По идее, мы должны были уже сегодня выехать. Зайдем, посмотрим, что делает Даня. Хо-хо! Ну как, получается? Что-то получается. Обаны. А ты в курсе, что у нас номера в розыске? Да, На ну. Бихорне. Да. Сейчас будем их снимать. Втягивающие? Да. Думаешь, поджарился? А ты его уже ставил? Он что-то не работает. Что, ладно, я пока номера откручу. Снимем номера. Там все равно в Хане. Нахер они никому не нужны. Мне кажется, время наше пришло. Экспедиции. Осталось совсем чуть-чуть закрыть, блядь, дверь сзади. Остались маленькие недочеты. Не работает температурный датчик, поэтому мы приехали сейчас к Лешке. Даня, еще ручник не работает. Подержи, пожалуйста. Headlight positions. Positions. Нейрополировка. Бонжорно. Бонжорно. Температурный датчик у нас не работает. Сможешь посмотреть? Ну, понятно, машинку надо подготовить. Да. Так. А ты что здесь делаешь вообще? С полировочкой. Туманок с разборками. Ну, я видел, ты прям четко вот это все матовое, потом превращается в прозрачное. Абсолютно до заводских Абсолютно, да? параметров. Да. Пройдем, посмотрим. Главная информация всегда на сайте sahaextreme.ru. Это у нас фирменный флаг. Сегодня мы его будем убирать. Я, кстати, ночью уже видел. Будем убирать его. Вообще правильно говорят, что самый лучший инструмент электрика, самый основной инструмент — это изолента и правильное ее наложение. Двигатель, так как был заменен, не сращивается с приборной панелью, то есть по разнице сопротивления. Цифровой сигнал не видит. У меня есть предложение поставить дополнительный датчик температуры фирмы DEFI. Дефишный? Да, DEFI. Но он четко откалиброванный, потому что я его переделал. Еще был лет 5 назад приобретен в магазине Аудиоцентра. И до сих пор он рабочий. Серьезно? Конечно. На линию подачи врезаем датчик температуры, сам прибор на панель. Установили температурный датчик DEFI, врезали в систему подачи. Вывели все на приборную панель, поставили датчик температуры отдельно. Показывает температуру. Вот идет калибрация. Вот на данный момент сейчас 50 градусов. Датчик откалиброван. Пройдем в радиосигнал. Смотрите, сразу в работе человек. Привет, Влад! Супер. Panasonic GH4. Да, вообще шикарно. Куда путь держим? Все, сейчас ломает.
то мне сейчас еще рама по мне поперла. Сегодня написали нам с Чильчей, что там вода поднялась, и у нас, походу, будет экстрима пипец. Если ты будешь тонуть, я тебя буду спасать. А если я буду тонуть, беги, Даня. Валер, поедешь с нами? Ну что, друзья, наконец-то свершилось. Мы едем в нашу экспедицию, которая готовилась уже 2 недели. Теперь осталось совсем за малым проехать 800 километров. Сейчас написали мне в инстаграме перед Угипталями, сказали, брод, не идти, там массу смыло и человек утонул. 3 дня шли дожди. На перевалах, скорее всего, уже идет снег, но мы, тем не менее, не сдаемся. Мы поедем и подписываемся на Саха-след. Погнали, ребята! На перевале уже снег лежит, сегодня выпал, а мы приблизились на 200 километров к югу. Мы сейчас находимся в Тынде, и мы уже переобуваемся. Сейчас уходим на запад по Бамовской ветке до Чильчи. Будет нормальная дорога, а дальше посмотрим. Жизнь боль. Доброе утро! Три часа поспали ровно. 5,5 часов были в дороге. 200 километров мы проехали с Нерюнгри до Тынды и 162 вот до этой точки. Да, ребят, надо быть внимательными, потому что здесь еще есть мосты, которые построены были в 70-х годах, там одно название, там конструкции остались. Дорога кардинально изменилась. С 60 километров в час у нас скорость сразу упала до 40. Сейчас вообще едет 25. Начались первые знаки. Причем еще тут железки был ползки. Ну да, там, наверное, из-за лужи. Не зная броду, несуся в воду. Это как раз сегодня про меня. Пипец, в салоне просто жопа. Че, там есть вода? Много? Куда попало? А? Вода упала? Еще поднимается? Тут что мы в жопе находимся какой-то. Саня, я ноутбук намочил. Саха экстрим. А, вот оно как. Что там ржешь? Ну раз берешь с собой разные вещи и думаешь, блин, могут не пригодиться. В такой ситуации, мне кажется, должно пригодиться все. Никогда документы не оставляйте без присмотра. Вода уже, смотри, спадает. Уже где-то на сантиметров 20 спала. Есть хорошие новости, но они все равно нам не помогут. Нам в любом случае нужна
техника. О, смотри, весь бутер мы уже практически вытащили с машины. Осталось так понемножку телевизор на 54 диагональ. Прошло уже 2 часа. Сейчас и чем-то будем заниматься. Скорее всего, будем рыбачить. Будем варить бухлерчик или шурпу. У нас отдельный просто шноркель. И тут глубины нет, а пройдем, потом оденем. Первачок. Куда за таким оборудованием едете? Ну, на рыбалку. Да вы туда не пройдете. А как вы через Сильчи поедете? А что там? Там моста через Сильчи нету. А сейчас дальше еще что-нибудь будет? Поселок Сильчи будет. Там еще один мост есть, аварийный. Ага. Вот я сейчас по нему проехал. Объездная есть. Ага. Ее смыло. Вброд там вообще. Смысла нет. Там вот так. Вот так, да? А по мосту будете смело ехать. Давай сейчас сразу глянем, что мы тут. Да. На щуке, что там? Опа. Да, да, есть вода. Надо сливать. Проворачиваются. Значит, вода не попала. I'm in a room with the famous faces. Yeah, I made some money before, but we gon' need some suitcases. Oh, this shit is like a movie. Мы это сделали. Знать, где свечи находятся, да, все жестко. Просто кручу, что-то откручу. Свечи сейчас ставим вначале. Не заведем его и в турбину надо воду вылить. Здесь воды много? Вообще, Да ты чё? полную турбину завести надо, так же, Да? вылетит все наше. Дась, будешь семечко? Здравия желаю, ребята. Опять началась армия. Неплохой костюмчик. Взял за 3 рубля. Берцы тоже 3 рубля. В армии такие не дают. Облегченный вариант, короче. Ровно 4 часа. Первый технический пит-стоп у нас сбил из графика на 7 часов. Просушились, завели двигатель, выгнали воду, поменяли масло. В общем, осталось нам 400 километров, но нам хотя бы до Хани доехать 300. Теперь все знаем, как вещи сушить. Мы положили теперь водонепроницаемые брикеты. Осталось только за камерами дело. Ну, их сразу под руку, если что, вы их сразу наверх закидываете. Будем двигаться и не будем сдаваться. Ну все, собрались, поехали. Целый час собирались уже 17:20, а мы только выехали. Пит-стоп у нас продлился 8,5 часов. Как-то так, да. Слушай, хорошо жить по распорядку дня. Ну вот, друзья, первый чудо-мост. Ну, в принципе, он еще тут живой, так что мы его смело сейчас пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Даня, вот это да! Пойду исследовать мост. Вон тот разъезд размыло, и машины не могли проехать. А поэтому мосты, говорят, все боятся ездить. Ну, легковые, говорят, пройдут. Его перекосило, пипец. А вот и дыры. Ага.
машины появились. Ладно, тихонечко, бежи. А скажите, ребят, как через Чильчи проехать? А вы через реку проезжали? Нет. Река не проездная вообще. Река не проездная. И что нам делать? Стоять, наверное. Стоять, наверное. Все вокруг. YouTube. А КамАЗы есть, ходят? КамАЗы не ходят. Тоже не ходят? Хотите? Через мост. На свой страх и риск. Да. А чем грозит? Грозит. Уголовка. Это поддосики начались, а? Все стоят, и вода поднялась. Через Чильчи, короче, проехать невозможно. Просто успеем проскочить, нет? Не-не-не, бесполезно скатались. Ты что, мы уже сегодня проскочили, блин. Байкало-Амурская магистраль. Все, вышли мы вдоль железки, сейчас едем. Не заедем, что не заедем? Что, тяжело выезжать? Что, в Ютубе будет? Конечно, но подписывайтесь на наш канал Сахаслед. Что, только мост, да? Только мост там нет. Все понял. Ладно, спасибо, удачи. Вот он, походу, этот мост. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Приехали. Вот смотри, глубина. Одеваем болотники. Сегодня проехали, ребята, и вот сейчас опять вот это... Вода, смотрите, бежит без остановки. У нас какая модная подсветочка от фирмы Ledotax. Oh, it's highly enjoy. Yeah, the shit is like a movie. Oh, about to make a movie. Woo! Well, I'm the pretender for me. Hey, На часах 6 утра. Мы ночью приехали на эту реку Дюгабуль. Решили не рисковать, а заночевать здесь. Вода здесь не бежит, а стоит. Мы предполагаем, что здесь глубоко. Глубина вот такая. Одевать болотники. 2 часа у нас сейчас ушло на подготовку. И покушали. Теперь будем плыть. Просто понять, где нам надо проходить брод. Идем, идем. И мы еще даже к середине не подошли. 1,5 метра к бабке не ходи, там будет точно. Ну это мы полностью машину утопим. Ну да. Есть предложение, я говорю, Дани, давай ко мне натаскаем. На дня 2 мы тут застрянем. Нам с вечера ни одна машина не попалась. Вот вы одни приехали, никто не проезжал. До 12 часов никого нету. И не факт, что кто-то еще здесь поедет. Вода поднялась уже где-то еще на метр, блин. Это дождь идет. Мы решили ехать в объезд. О, это хорошо, вот он этот мост. И мы сейчас будем ехать в объезд. Ну что, друзья, с первым снегом мы решили вернуться к мостовикам, с ними переговорить насчет того все-таки брода. Когда они сказали, что там глубина резко начинается даже до 2,5 метров была, мы приняли решение сейчас зацепиться за топливозаправщика и поехать все-таки с ним. Ему тоже надо ехать, и у него нет желания никакого абсолютно ехать. Сказали еще буквально неделю назад, здесь можно было в трусах проходить. Если бы мы поехали в конце августа или в начале сентября, мы бы вообще просто пролетели, мы бы уже были в хате. Какой день-то пошел? Так, ну позавчера Третий день уже пошел. Туда, куда мы едем, там уже, скорее всего, лежит снег. Это высокогорье, внизу там только по долине едешь, уже высота 1700 метров. Правда, зима уже все, уже все, снег лежит. Ну вот у нас и очередная река. Мы потеряли поворот и поняли, что до него долго добираться. И решили просто сейчас эту речку проехать.
ну. Да ну. Да ну. Так, что делать? Ну скажи. Я... Рулит. СХ экстрим. Холодно. Сука, где вещи? 3 километра прошли. Но дальше еще километров 15-18. Думаем остаться там домик километр назад. Дядя Сань, Ау. я обед нашел. Какой? Иди сюда, Шарик. Будешь у нас сегодня шашлыком. Да. Даньку приютили здесь, накормили. Мы утопили машину, шли в сторону Мухтали, встретился нам по дороге УАЗик, отвез нас, у них переночевали. И сегодня едем вот на Сайгаке таскать машину. Как настроение? Все огонь. Все огонь? Это он врет. Даньку сейчас пока доведу. Кто-нибудь? Усы. Давай, чтобы я воду пока не... Вот. Оп! Нормуль! Прям цепляй за бампер, Дань. За бампер, за бампер. По чуть-чуть. Да ну на... Блять! Че, натяжка есть? Да. Ура! Че полетело, Дань? Да ну! В рот! Оп! Че поплыло? Штаны поплыли. Штаны, вот. Как настроение? Нормально. Как он сел? Да он на скорости. Еще, пусть до Талова тащит. Вот мой паспорт. GPS хана пришла. Ну как, Дань, настроение? Главное сухие, да? Да, главное сухие. Сань, на даче плавает. Сейчас 18 километров нас будут тащить до Юкталей. Там будем уже базироваться. Backpacks filled with them bricks, yeah. Tryna build a tail, something nice and big, yeah. To the tax man, come and try to get that. Tryna take our money and our goodwill, yeah. Ooh. With every stick and every stone, we carry up that hill just to make some. With the arm, two hands, tryna make some. Whoa, won't we change nothing? Won't we change nothing? We building castles while the world falls down, falls down, falls down. We building. Все, друзья, батарейка садится. Одну речку прошли на халяву. Рванул. Ёп. Трос у нас все короче и короче. Вот такое состояние после потопа. Все датчики мокрые, ничего не работает. Сушимся. Постирались, короче. Данька, ну как дела? Дань, как дела? Смотрите, сколько воды вылилось в цилиндр. В турбине еще, да, вода? Да, турбина там полная воды. На крыле воды хапанул и заглох, а так бы прошел. Такие здесь места непроходимые. Да. А, что, Дань? В баню еще не сходим? Конечно, сходим. Помыться надо по-любому. А ты зачем губы красил? Я не красил губы. Ну что, друзья, мы уже второй день здесь на базе. Сейчас слили с фильтра воду, опять выкрутили свечи. Делаем ремонт. О, наш спаситель идет. Привет, ребята, как дела? Здорово, Леш. Машину. Что сделали? Снимаешься? Конечно. Это наш спаситель, Слава. Почему? Пошел хуй. У нас глушитель раньше стоял, а сейчас мы его оторвали по дороге. А где глушак, кстати? Я, в общем, когда тащили. Что, заварили уже? Да, уже заварили. Ну, спасибо за бампер. Да ну? Заварили.
Ребята, лайфхак. 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 И как? Ребята, лайфхак. Говори. Ребята, лайфхак. Лайфхак. Хап. Лайфхак. Лайфхак. Да. У нас не качала соляра. Пошел в лес, нашел кузов от москвича. У них постоянно лежат в запасе бензонасос. Теперь будем качать соляру вот так вот. Вот туда куда-нибудь. Что, мы его с собой возьмем как запасной? Мы его поставим. Машину разобрали, вещи все повешали сушиться. Иду сейчас в сторону Юкталей. Здесь есть асфальт. Асфальт. Обратите внимание, машин много без номеров. Здесь они нафиг не нужны. Коллекция тарелок. Трубку не берет. Понедельник выходной. Алло, здравствуйте. Я к вам в магазин пришел. Я у вас тут выходной понедельник. Ну все, взяли фильтр, купили сумочку. Здрасте. Вкусненькое есть что-нибудь? Печеньки вот эти можно? О, видите, домашненькие попробуем сегодня. 456 рублей. Сметана и пельмени. Это 6-й день нашей экспедиции. Мы вчера почти сделали автомобиль. Он у нас уже завелся. И опять заглох. И на завтрак у нас курочка с яичком. У нас сегодня марш-бросок на нашем бихорде. Правда, без Датчиков. Сегодня ровно неделя, как стартовала наша экспедиция. Здесь мы уже обустроились, варим супчики. Дальше ехать и передвигаться просто, мне кажется, уже не имеет смысла. Уже там снег везде лежит, поэтому мы решили ехать все-таки домой. И, скорее всего, мы будем исключать вот эти межсезонья, как в этот раз. Ну что, друзья, мы выезжаем с Юкталеи обратно домой. Впереди опять нас ждут те же реки, те же мосты. Ну да ладно. Река упала, смотрите. Вон тех берегов вообще было не видно. Что сейчас самое неуютное, это то, что у нас нет музыки. Скрипит кресло, амортизаторы сдохли. Всего 4 дня, и как вода ушла. Встретили наших друзей с БАМ-строймеханизации. Слава! Привет! Еще разок! Печка у них отказала, говорю, предлагаю зажигалку погреться мужикам. Нормально. Нормально. Петровых орешков. БАМ-строймеханизация рулит. На канале у Сергея Козюра в фильме «Хани 2016». Что мы делали-то? Варили? Варили в прицепе. Варили, да, прицеп. Пес снимает. Сегодня пятница. Мы по традиции пожарно-постовой службе номер 22 поселка Чильчи. Он с Виталичем. У нас пересекла судьба. Сегодня он нам дал переночевать. Пробились 2 колеса. Не работает печка. У нас есть тут и доблестные электрики. Попробуем сделать. И оторвали амортизатор. Данька в шоке до сих пор ходит. Еще никак отойти не может, блин. Питание возьму с магнитолы. Пойдет. Вы выбираете или с теплом, или с... Вот тумблерочек стоит, быстро на скорую руку. Печка работает. Ну все, друзья, отремонтировались, заправились, покушали и едем домой. Не верьте знакам, а езжайте по нормальным дырявым мостам. Ох ты, самой. Когда проходит грейдер, он всегда поднимает скальник. Вот это считается самая опасная дорога. Он поднимает острые углы, ну как они торчат, блядь. Привет! Привет, привет! Бам с колен поднимаем. Подъезжаем мы к реке, где в прошлый раз Даня утонул, показывает. Лечу.
здесь вода раньше стояла, когда мы были. Урок у нас был хороший. Даже группа поддержки была, ё-моё. Вот, друзья, мы чуть с КамАЗом не врезались. У него тормозов нету, он нам поморгал, напугал. Tell me what you want, what you need from me, baby. Это вообще ни о чем. Вот она была вот здесь. Вот здесь была вода. Ну, это подъем был хороший. Но мы ее пролетели. Сделали самодельный шноркель. Мы ее прошли. Юг же передавила ее. И вода шла наоборот. В эту сторону шла. Вот где-то здесь 1,5 метра глубины поднималась. Самое главное, у нас заработала печка. После того, как мы встретили Славу. Славик, большой тебе респект. Вот, друзья, первый раз, где мы утонули. А там стоял знак, что проезд здесь запрещен. Речушка уже упала, там нырнули первый раз. Ну, подумаешь, пару дыр тут в мосту. Нельзя машину оставлять на трассе. Ну что это такое? А где колеса? Как сопка называется? Янкаган. Вот с той стороны ключики бегут в Лену, а с этой стороны уже в Амур. Вот это место, которое я открыл для себя. Это вы здесь самый первый начали вязать? Самый первый. Леонид Александрович Медведский. У меня сегодня день рождения, поэтому я приехал. Поздравляю, поздравляю вас. У меня друг был, Эвен, вот эти ленточки вешали, патрончики ставили. А с этой стороны можно? Он говорит, можно. Это какой год был примерно? Лет 30, наверное. И он говорит, я тут поставлю специально вот это вот подиум. Это подия, это бог тайги. В прошлый раз не привязали вот такую веревочку. Да. Ребят, проехали просто ночью. И колесо прокололи. Кого? Мы утонули 2 раза. Да. Да. Привязывайте. Да, через узел. Добрались мы до города Тынды. Находимся на автосервисе «Автодруг». Уже нету сил, но есть запасные колеса. Мы 3-е колесо меняем. Ровно 21:00. 7 дней назад. Заткнися! 7 дней назад мы стартанули в нашу экспедицию. Прошли таких 7 кругов ада. Даже нету слов. Решили называть наш блог «Прорыв по БАМу». Это было жестко. Особенно те моменты, которые мы не снимали. Там было очень серьезно и опасно. Там прям 2 трэшевых момента мы просто не стали запечатлять на камеру. И решили оставить это в тайне. Ну, мы это сделали до 5. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал Саха След ТВ. Что интересно в будущих наших программах, пишите в комментариях. Всем пока.